конце концов, чья она, Абхазия? Ответить на этот риторический вопрос вовсе не сложно, если перечитаем греческо-римские, турецкие, армянские, арабские и хотя бы русские исторические источники. Мы здесь нарочно не привели источников из Картлисского Реба, поскольку недоброжелатели, Кремлем запрограммированные политики и ученые нас могут обвинить даже в фальсификации истории. Зато в трудах иноземных авторов ясно освещено места Абхазии во всеобщем территориальном или политическом пространстве Грузии. Может быть, в Сухуми пересмотрят эти выписки, сделанные нами из зарубежных авторов, обоснованные на настоящих искренних источниках, которые под нажимом Кремля изменились диаметрально в противоположную сторону в последние десятилетия. Как видно из высказывания зарубежных историков и миссионеров, сегодняшняя Абхазия являлась одной из составных частей Грузии, в частности, древней Колхиды, которая, как прибрежное государство, была протянута от Туапсе до Трапезунда, а древние абхазы были грузинами. Со временем северокавказские племена начинают сходиться, сперва в местности сегодняшнего Сочи, а после этого окрепшие заселили места Гагра, Сухуми, Самурзакану. О нашествиях на Абхазию племен с Северного Кавказа в 17 веке писал миссионер Тозифей. Тадьяни, оскверненный Багратом Слепым, то есть царем Имеретии, был так слаб, что абазины опустошали его владения, разоряли храмы и монастыри Мокви, Хоби и Кияси. В истории человечества, наверное, никто не найдет такое неслыханное несоответствие, что случилось в Абхазии. Вчерашние и ныне абсуизированные грузины Мирцхулава, Абашидзе, Гварамия, Чания, Халваши, Урутадзе, Хация, Бжания, Кишмария и другие из своих жилищ за Энгуры выгнали своих однофамильцев, кровных братьев и сестер, и в их очаге заселяют иноземцев. Имелись и такие чудовищные случаи, что один абсуизированный брат остался на правом берегу реки Энгури, а брату-грузину пришлось покинуть родной очаг и бежать на левый берег реки. В доме бежавшего живет чужой, а дом его продал оставшийся брат, то есть истинный абхазец. Мы именно для этих абсуизированных грузин сделали выписки из высказываний зарубежных историков и миссионеров, и возможно, что у этих истинных абхазцев может быть в конце концов озарится разум, отуманенный в конце 20 века врагами Кавказа. Прежде чем начать, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайк. В летописи временных лет мы видим строки «Обхаз иже суть Ивера» и «Ивер иже суть Обхаз». То есть Абхаз это то же самое, что Ибер, а Ибер это то же самое, что Абхаз. В средневековых русских источниках под абхазами понимали жителей Западной Грузии, а под иберами – жителей Восточной Грузии. В один прекрасный день пешком перейду я в Абхазию, верю, распахнутыми встретят меня двери грузин, пишет Хагами Ширвани. Для него Абхазия населена грузинами, или абхазы являются грузинами. Александр Гейштвар, польский историк, медиавист, президент Польской академии наук, пишет: Грузия и Абхазия являются двумя неотъемлемыми частями одной цивилизации, которая формировалась веками. Авнес Драсханакертци или Авнес IV, или также известный как Иоанн IV Католикос, армянский католикос в 9-10 веках, историк и писатель, называет Абхазское царство Ашхар-Эгрецуц, то есть земля игрисцев, земля мигрелов, и в других своих письмах и документах также подчеркивает, что Абхазское царство было населено исключительно грузинами. Известный турецкий путешественник Эвлия Челеби, у которого мать была родом из Абхазии, пишет: «Этот народ Апсуа отличается от соседних абхазов», имеет в виду абхазов-грузин. Между Болгарами и Понтийским морем живут народы Гарши, Куты, Асваны до города Питуанта, то есть Пицунды, Ашхарацуиц. Мигрельский государь называется Бендианом и владеет двумя большими крепостями на Черном море – Паты, Батуми, и Себастополем, Сухуми, пишет венецианский купец, дипломат, путешественник и государственный деятель Йософат Барбаро.
Колхида, расположенная у края Черного моря, всегда была населена картвельскими, грузинскими племенами. Кораке и Фадис, реки, прославленные древними историками, названные теперь Кодур и Рион, пишет известный французский путешественник Жан Шарден. К юго-востоку от Меотских болот и понта по реке Кубани, впадающий в болото, живет народ Абхазы. С этого места до самой реки Мергулы, впадающей в Черное море, тянутся горы, в которых живут черкесы или цики. За Кубанью находится Мигрелия, пишет Сигизмунд фон Герберштейн, дипломат Священной Римской империи, писатель и историк. Абхазы, по-видимому, происходят из северо-западной части Кавказских гор. Петр Симон Паллас. Когда в Имеретии и Грузии были только одни цари, то Абхазия была под властью этих царей. Келеш Ахмад бей Шервашидзе, владетельный князь Абхазии в 1780-1808 годах. Полагают, что они, абхазы, аборигены с северо-западного Кавказа, пишет немецкий востоковед Юлиус Клапрот. По мнению Эдвара Спенсера, прибывшего в Грузию, включая Абхазию в 1851 году, живущие в окрестностях Сухуми, пишет: абхазы частично являются потомками крымских и кубанских ханов и султанов, которые со своими племенами поселились в этих местностях. Думается, что большое племя аббасков, теснимое адыгейскими племенами, частью перевалило за Гагринский кряж, частью за перевалы Псиашха, Ахбырц, Цегеркер, Марух и Клохор, пишет Александр Николаевич Дьячков-Тарасов, известный конца 19-го, первых десятилетий 20 века археолог, этнограф и историк-кавказовед. По его словам, теснимые другими адыгейскими племенами, Апсуа поселились в нынешних местах обитания, то есть в Абхазии. Грузины имеют двух царей: царь Давид, который правит Тифлисом, и Дадьяни, царь, правящий Сухумом. Арабский историк Аль-Мухиби. Абхазия всегда была частью Грузии, и грузинские короли управляли этой областью еще со временем Древней Колхиды. Неверно утверждать, что Абхазия является отдельным государством, пишет осетинский ученый Фасу Абаев. За Кабадокией справа живут армяне, иберийцы, бераны, а слева скифы, колхи, боспорцы, а также санны, которые называются синигами, которые распространяются до Понта, где находится лагерь Апасарей, Себастополь, Каусилиман и река Фазис. До Трабезунда распространяются эти племена, пишет Апиан. Михаил Александрович Федотов, советский и российский юрист, политик, государственный деятель и правозащитник, министр печати и информации Российской Федерации, пишет: мы путешествовали по Абхазии и убедились в том, что этот регион и его жители тесно связаны с Грузией по истории, культуре и языку. Абхазия не может быть отдельным государством, она всегда была частью Грузии. До Диаскурии, которая также называется Себастополем, до реки Апсара раньше жил народ, который назывался Колхан, а затем переименовался в Лазы, аноним V века. Хагами Ширвани пишет: от любви к этой красавице, кудрявой и ясноликой, стал я жителем Абхазии и заговорил по-грузински. Вот еще одно доказательство от Хагани, что Абхазия населена грузинами, и там разговорным языком является грузинский язык. Этот народ, Апсуа, живут в горах, которые распространяются до Черкуссии. Справа от них Черноморское побережье, а на востоке Абхазия, а затем Мигрелия. Джованни Лука. Абхазия и Грузия всегда были неразрывно связаны и исторически составляли единое целое. Древние абхазы – это грузины. Дэвид Рейнольдс, британский историк и телеведущий. Итальянский путешественник Арканджело Ламперти уже после переселения Апсуа в Грузию пишет: на севере от Мигрелии живут абхазы, имеется в виду Апсуа, которые совсем недавно появились на южной стороне Кавказского хребта. В городах и крепостях живут грузины. Абхазцы там не живут, они живут в лесах. В древних летописях Абаза считалась Иверией, под именем которой она была известна довольно долгое время – Яков Тайнекс.
Грузия в полном своем объеме распространяется южнее Кавказа, севернее Армении, западнее Дагестана и восточнее Черного моря. Она состоит из древней Колхиды, Иберии и части Албании. Абхазы, прежде чем переселиться в Абхазию, очень долгое время жили на северо-западной части Кавказа, пишет Юлиус Клапрот, немецкий востоковед, путешественник и полиглот. Как вы сами все прекрасно понимаете, тут везде речь идет не про грузин-абхазов, а о северокавказских переселенцах, которых, как уже было сказано, продолжают называть абхазами. Часто рассказывают о том, как приходили в Абхазию один за другим целые роды или отдельные лица, откуда-то с севера из-за гор. Шалват Денисович Инал-Ипа, советский абхазский историк, этнограф и литературовед. Он также пишет, прогрессивные элементы абхазской федеральной аристократии поддерживали политику грузинских царей, так как Абхазия всегда была частью Картвельского мира. Издревле абхазы составляли часть грузинского царства. Последняя династия грузинских царей есть династия абхазская, из петиции абхазских князей. Дмитрий Иосифович Гулия, абхазский писатель, народный поэт Абхазской АССР, пишет: существуют многочисленные факты, которые говорят, что абхазы жили всегда одной исторической и культурной жизнью с грузинами, что абхазы, собственно, те же грузины. В мусульманских средневековых источниках термины «Абхазия» и «абхазы» употреблялись исключительно в смысле «Грузия» и «грузины». Азербайджанский историк Зия Бунятов. Друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайк.